Здравствуйте, в прямом эфире ток-шоу «Точка опоры». Всероссийская перепись населения на финишной прямой. Уже можно говорить о первых итогах, которые уже озвучили. Татарстан вошел в число лидеров по участию в этой масштабной акции. Об этом сообщил Павел Малков, Росстат, в ходе совещания президента России с членами правительства. Что дадут нам итоги переписи и как используют новые данные для движения вперед? Об этом говорим сегодня. Да, здравствуйте. 97% в Татарстане переписались уже. В целом по России дают цифру 92%. И мы сегодня говорим о новых горизонтах развития национальности татарской. Нашей в студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер еще раз. С удовольствием представляем наших экспертов. Искандер Аязович Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук СМСС. Раил Равилович Фахрудинов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета, доктор исторических наук. Все верно? Лейла Лерон Бахмутова, блогер. Рада вас видеть. Здравствуйте. Руслан Валерьевич Часин, историк-политолог, руководитель площадки Татполит, Хайрли Кищ. И Ренат Ишатович Хубибуллин, кинорежиссер, писатель, автор и ведущий передачи «Татары сквозь время». Вместе с Искандером Аязовичем, как делают проект, так вместе сегодня и пришли. Рада вас видеть. Здравствуйте, добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-5610, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам, выражайте свое мнение. Мы также выходим в прямом эфире на канале ТНВ в Ютьюбе и в группе ТНВ в всемирной сети ВКонтакте. Наш постоянный эксперт, директор Института истории Меморджани Радик Салихов, накануне дал интервью порталу «Миллиард Татар» и вот сказал следующее. Эта перепись населения показала наши слабые места, на которые мы долгое время не обращали своего внимания. Это, конечно же, в первую очередь Уральский регион, в целом история татар за пределами Татарстана. Тем более, что основная часть татар как раз проживает за пределами республики. И это огромное поле для приложения исследовательских усилий. Сейчас планируется в Институте истории провести определенные структурные изменения. Создание аспирантуры, дополнительных кафедр и как раз приоритетные направления будут связаны с татарами, которые живут в Поволжье, Приуралье. Вот это сдвинулось с мертвой точки в Институте истории. Во-первых, как мы можем пояснить вот эти движения, насколько это необходимо, и что еще у нас сдвинулось с мертвой точки по итогам этой переписи, о чем мы можем говорить? Ну, вообще, наверное, если брать за основу мой любимый опыт еврейского народа, который также находился долгое время в России, у них есть прекрасный институт изучения диаспоры, у них есть Министерство диаспоры, у них там очень много всего, концепции ишув, там, новой общности национальной, да, вот в 21 веке, ну и так далее. То есть, действительно, для этого нужно было пережить какую-то страшную катастрофу, как у них была там, как они называют, Шоа, мы называем Холокост. Вот. Но вот это вот для нас перепись, она выступает тоже, с одной стороны, очень таким мероприятием, которое оголило многие моменты. Первое. Второе, конечно, это вот 17-й год, там проблема с языком тоже оголила очень многие аспекты, поэтому нужно наши вот эти слабости переводить в плюсы. Да? Если бы не было вот этого, вряд ли бы мы еще почесали затылок. Поэтому я думаю, что усиливать это направление необходимо. Более того, у Татарстана есть возможности, и, насколько я знаю, предпринимаются такие шаги, открыть филиалы Института истории. Вот в Сибири хотят открыть, есть там в Крыму у нас. То есть там реперные точки, где татары проживают компактно, конечно, необходимо просто усиливать присутствие, тем более, что у татар хороший интеллектуальный потенциал. Радик Римович обозначил такую территориальную вроде проблему, его вот ответ связан с таким территориальным анализом. Мне кажется, проблема, которая может выявить эта перепись, намного глубже, и в первую очередь она связана, конечно же, с тем, что отсутствует внятная и четкая национальная идея. То есть даже тот же Волго-Уральский регион, о котором упомянул Радик Римович, не был бы таким проблемным, если бы татары, которые там проживают, знали точно, чего ради им следует записаться татарами. А пока у них есть, скажем, вот это вот разброд и шатание, конечно же, воздействие всевозможных сил будет наращиваться, и люди просто не знают, чего ради им. Отсутствие национальной идеи. Здесь недостаток, значит... Можно я сейчас несколько слов скажу? Вы знаете, конечно, перепись еще не закончилась, перепись заканчивается, она уходит в историю, и когда мы говорим об истории, мы очень часто повторяем фразу «Кто не знает историю, у того нет будущего», или «Историю надо знать, чтобы не повторять ошибок прошлого». Это какая странная фраза, потому что ошибок прошлого повторить нельзя, но на ошибках можно и нужно учиться. Поэтому я считаю, что на опыте переписи мы должны сделать выводы и учиться, именно учиться, извлечь какие-то уроки и идти дальше.
И вот я считаю, например, что здесь, конечно, и структурные изменения, вот то, что вы озвучили, и слова уважаемого Радика Римовича. Мне кажется, здесь нужно обратить внимание на две вещи, особенно внимательно. Первое – это стихийность. У нас очень часто реакция была запоздалой на некоторые моменты в этой работе. И мы не то что запоздало реагировали, мы как бы иногда даже были ошарашены, что вот так произошло. Почему так произошло? Мы должны были быть готовы к этому. То есть это нужно все заранее продумывать, и на будущее в любом нашем действии мы должны всегда все продумывать заранее. Это раз. Второе, я это часто повторяю, мы, конечно, должны быть пропагандистски, теоретически вооружены знаниями. Пропаганда знаний – это особенно важно. Но вот и для этого надо использовать все у нас имеющиеся возможности и рычаги. Это и интернет, и телевидение, и радио, и поездки, и выступления, все что Знание угодно. истории или знание Абсолютно, да. культуры. А к чему мы не чего, были да. готовы? Все-таки, что нас ошарашило во время этой переписи? Готовки? О чем мы можем Ну, говорить более детально? понимаете, вот то, что вот сказал Ренат, национальная идея как таковой, пропаганда в регионах, формирование вот этого действительно устойчивой национальной идентичности у людей. То есть люди по-настоящему не знают, кто. Приходят одни, говорят, там, вы такие, вы такой национальности, приходят к ним другие, говорят, вы другой национальности, приходят третьи и говорят, и те, и другие неправы. У людей каша в головах, а на что они должны опираться? И мы к этому не были готовы. И мы были ошарашены. Это только один такой пример, понимаете? Мне Well. вот 36 лет, и это не первый перепись в моей жизни, и каждый раз одно и то же. Вот каждый раз. И опять, как будто вот снег никто не ждал, снег выпал, опять пробки. То же самое здесь. Давайте каждый год делать перепись татар, получается. Если мы не можем держать себя в тонусе, давайте каждый год переписываться. нужно, чтобы Отдельно держать взятый себя в перепись татар. Ну да, только для нас, для себя, потому что если нас только это держит в тонусе, только когда вот случается эта перепись, мы понимаем, что, оказывается, нас стало меньше, оказывается, мы не... А что нужно, чтобы мы держались в тонусе? Ну, вот я говорю, получается только какие-то травмирующие нас вещи. Только вот нас, шок, да, да, только шок. Вот шок же срабатывает. организм мобилизует, да, вот, например, что такое триггер. вакцина, это же Шоковая тоже терапия, да. это шок для организма. Почему мы Поэтому можем перманентно как-то развиваться и перманентно работать я без думаю, этих что шоков? для татар это вполне естественное бытие, потому что татары никогда не жили, что называется, в комфорте и в хорошей среде. Это обязательно преодоление Нам нужно выходить из сложностей. зоны комфорта, да? Обязательно, да, вот это все, что любят коучи, зона комфорта. Да татары никогда не жили в зоне комфорта. Покажите хотя бы. Одна у татарина Заживут, зона да. комфорта. Поэтому для татар естественно. Все, что останавливается в комфорте. Нас резко Да, расслабляет. оттуда уже, да, не вытащишь. Не вытащишь. Поэтому татары ведь трудоголики не то, что потому что мы отродясь, потому что из села многие вышли. А там, если не работаешь, то, так сказать, не выживешь просто-напросто. Но нужно найти механизм, как это сделать. Я думаю, что нужно татарам просто объяснять и вдолбить в голову, что если он не будет деятельно участвовать, кстати говоря, в Коране об этом сказано, пророку, что ты должен деятельно участвовать. Потому что у нас, вот мы ехали тут с Ренатом перед передачей разговаривали, что у нас в голове сидит авторитаризм у татар. Ну, не только у татар, у всех россиян. Сейчас придет хороший патша, и все нам устроит. Расскажет, И разложит все по сделать, полочкам. перепись, да Рассудит, запишут, приедет барин, нас 97% рассудит, да. запишут нас, вы не волнуйтесь. Вот от этого подхода нужно отходить. Пока в голове авторитаризм, а не кяляпуш, ничего хорошего не будет. Хорошая фраза. Рай Равилович. Ну, на цитаты пойдет. Все-таки более оптимистично на все это смотрю, да? У нас на самом деле в истории нашего народа чего только не было, и всегда мы выживали, всегда мы неплохо выживали. Я при этом хотел бы обратить внимание на следующее. Все-таки вот если посмотреть опросник, мы об этом уже неоднократно говорили, но я хотел бы особо обратить внимание, что русские не делятся, башкиры не делятся, татар там разделили. То есть сегодня состояние науки таково, да, в 30-е, 50-е годы там делили такие территориальные, этнографические, экстерриториальные группы татар, у русских такого нет. У башкир такого нет. Он русский и башкир. Поэтому сегодня стоит задача, я думаю, что и, присоединяясь к тому, что было сказано, и перед научным сообществом, это перед историками, языковедами, и не только, перед социологами, политологами о том, что необходимо разработать новую модель татарской нации. Да? Я глубоко убежден, что никаких диалектов татарского языка не существует. Существует единый татарский литературный язык. И так как у русских есть единый литературный русский язык, есть говор нижегородский, есть говор, там, скажем, вологодский, также и у татар.
единый литературный язык, диалектов не существует. Есть нижегородский говор татар, есть, скажем, ну пусть это будет, скажем, ульяновский говор татар, астраханский, сибирский и так далее. Пока мы будем, это во-первых. Теперь, во-вторых, когда мне коллеги говорят, ну что там в Москве разработали, правильно, активно надо себя позиционировать, выходить на московских коллег. Вот та же проблема северо-западного диалекта, так называемого башкирского языка. Где исследования языковедов? Этих исследований нет, ни московских. Эту проблему подняли политологи, социологи из соседней республики. Там, насколько я знаю, ни одного нет профессионала, который занимался бы диалектами башкирского языка. Сегодня у нас появились ответные реакции. Но я считаю, что это нужно было делать раньше. Потому что вполне естественно, что я разговаривал с башкирскими коллегами, которые занимаются диалектами башкирского языка. Они в силу того, что живут в Башкортостане, громко и вслух об этом, ну, побаиваются, наверное, говорить, да? Другого объяснения нет. Но они мне в приватной беседе говорят, мы понимаем, что такого диалекта не существует. Понимаете? И когда там приглашают, проводят какие-то конференции, почему-то не приглашают специалистов, тех специалистов из Москвы, которые на самом деле занимаются тюркскими языками, диалектами тюркских языков. Из Казани никого не приглашают. То есть мы здесь должны все-таки башкирских коллег немножко сподвинуть к ответной встрече, встречаться с ними, разговаривать на эти темы. Ну, иначе другого выхода нет. Ренат, что против? Я не против, конечно, вот того, что вы сказали относительно башкир, но против того общего концепта, который мы пытаемся здесь выработать. Мы обсуждаем проблему вне политического поля. Мы не живем в вакууме. Мы существуем в жестких таких политических условиях, которые нам диктует, ну, в последнее время Москва в принципе. Все еще президент, и, надеюсь, так оно и будет, Миниханов недавно ездил, мы все внимательно смотрим, чем закончится встреча там с федеральным центром. Но у нас, у татар, как у татар именно, как у нации, нет таких серьезных механизмов политического воздействия, политических механизмов проговаривать свои требования, проговаривать свои чаяния. Там Клишес и Крашенинников даже и не думают смотреть на национальные регионы, как на представителей каких-то вот таких вот интересов собственных. Нет, там есть задача, и они просто делают. Если у татар будут свои политические механизмы, которые действительно будут работать, и Москва вынуждена будет на них смотреть, половина национальных вопросов, прошу прощения, будет решена на корню. В том моменте, когда именно татары станут мощной политической силой. И в этом смысле я, конечно, хотел бы, чтобы наши региональные власти больше обратили внимание на то, чтобы институты политические, которые сегодня, ну, находятся на таком очень вялотекущем уровне, да, то есть занимаясь более-менее какими-то сабантуями и прочим, они, конечно, активизировались, и я бы очень хотел, чтобы наши региональные власти этому сопутствовали, а татары, в свою очередь, активнее включались в политическую деятельность. Для этого надо авторитаризм из головы вытащить. Вот я об этом и говорил в ровной степени. И второй момент, да. Такую фразу: диалог возможен только тогда, когда обе стороны готовы к этому диалогу. И когда обе стороны сильны одинаково. Да. Потому что сильный никогда не будет говорить со слабым, это понятно. Смотрите, сейчас у Рая Равиловича просто прозвучала фраза «модель татарской нации». Да. То есть у нас есть стратегия татарской нации, но условно сейчас Рай Равилович проговаривает... Формально есть. Рай Равилович сейчас проговаривает, что у нас фактически он начинается с модели, наверное, прежде чем разрабатывать стратегию и так далее. Так все-таки у нас нужна нам эта модель? В чем она должна заключаться? Мы должны сейчас дорабатывать эту стратегию до совершенного уровня. Что? Рай Равилович абсолютно прав. Во-первых, нужна новая модель татарина. Это же вообще философский вопрос. Кто такой человек, вот современный человек? Это же композит, это очень сложное явление. Мы уж не говорим, кто такой татарин, тоже очень сложное явление. Мы этого не обсуждаем, потому что вот когда стратегия писалась, Сканер Гаязович там был, да, мы вместе там заседали, участвовали, и с этих вопросов началось, кто такой татарин? Вот давайте философски ответим. Поняли, что если мы не ответим на это, дальше мы не сможем идти. То есть, как сказал один французский философ, вся философия – это заметки на полях Платона. Вот вся стратегия татар – это заметки на полях, кто такой татарин вообще. И мы не ответили на этот вопрос. То, что явили миру как стратегия, ну, я ее стратегией не считаю, это просто как бы, ну, брошюрка о добрых пожеланиях. Вот, значит, этот процесс еще должен идти. Процесс написания стратегии – это процесс перманентный. Потому что мир меняется быстро, мы живем в постоянно новых усложняющихся условиях, и надо писать эту стратегию. Но тогда нужно создать прослойку интеллектуалов или людей, которые этим будут профессионально заниматься.
У Виктора Цоя есть прекрасный текст одной из песен. «Все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед». То, что у татар сегодня есть, слов очень много, говорим очень много. А вот это пространство для шага, пространство для действий, к сожалению, очень сильно Мне и кажется, довольно так просто серьезно. Почему нет пространства? Потому что такое ощущение, что если мы соберемся, все татары, почему-то нас все боятся. Как будто мы какой-то силой там станем. Получается, да, и сабантуй, будем- когда татары собираются, получается, Вот сабантуй. и Весь все. чак-чак сидят. А на самом деле, что хотят? Да, давайте поставим цель. Чего хотят татары? Да? Сохранить язык, культуру, самоидентичность, да, и все. Вот это, и счастье, да, как все люди вокруг. Просто этого мы и хотим. Дайте нам эту Я бы возможность. к этому добавил не только это. У нас вся стратегия татар упирается в тот же сабантуй, тот же чак-чак, больше ничего нет. Ведь надо исходить из того, что татары – это политическая нация, это государствообразующая нация. Она в истории не только России, в истории всех тюркских государств, где они проживали, всегда были государствообразующие. И поэтому русская политическая элита в XVI веке, она активно использовала татарскую политическую элиту, потому что у нее был опыт государствообразующей нации. А сегодня вот мы чак-чаки, сабантуи, нам больше надо просветительской работой заниматься и на уровне федеральном, что мы наряду с русскими являемся государствообразующей нацией. Я Мы сейчас, политически- минутку, я сейчас прерву прервемся на про рекламу. сабантуйность и как избавиться от сабантуйности. После рекламы продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем обсуждать тему «Татары. Новые горизонты». Открываем их. Искандер Айяш продолжает тут, Перед получается. перерывом мы Сабантуев, тут с вами говорили о сабантуйности и прочем. Я тут вдруг задумался о том, что есть такая вещь, как этническая психология. Вот мы часто забываем, и, к сожалению, этого почти не учитываем. И мне вот, например, вообще не хватает исследований по этнической психологии татарского народа. Какие мы? Какие черты нашего характера у нас превалируют? И это, кстати, очень важно, потому что мы все прекрасно знаем об отсутствии вот этого самого национального единства, к сожалению, во многих ситуациях. 3 татарина, 2 организации, которые враждуют между собой. Особенно в регионах это заметно, да? Вот почему так происходит? Почему у татар нет такого понимания, что мы все один народ? Вот исследования в этом направлении сейчас нам как воздух необходимо совершенно. Последнее, что я читала, вот это Лев Николаевич Гумилев, он писал Вот и как все. раз-таки, да, что вот мы как татары раз-таки сами, разделены. мы сами этим не да. занимаемся. Я в свое время как-то потом заинтересовался, но думаю, мне уже поздно, я уже слишком старый и увлекся другими проблемами. Что сделать, да, чтобы время... почему до сих пор нет-то? Да, этническая психология. Мы, то есть не только в политическом смысле, не только вот в этом этническом смысле, мы должны думать психологически. Чтобы Почему мы национальная такие? идея появилась, и Да, модель да. поведения. Вот это самое... Нет, я вот, например, чувство отвечу единства на этот должно вопрос. Почему? Вот до революции такого не было. Это Было результат всё, из
революции так Ну, же не было. в такой степени, как сегодня. Сегодня это результат деления нации. Вот они там начинают выяснять, какие мы татары, какие-то болгары, еще Во время кто-то. этого всего поняли, что мы делимся, и начали Конечно, делить. конечно. То есть это До изначально в революции нас ведь, было. например, тот же Марджани, тот же Фаисханов. Фаисханов, кстати, представитель вот именно нижегородских татар, да? да. Он никогда не писал о мишарах, он всегда писал только о татарах. Марджани писал только о татарах. Скажем, другие представители. Кстати, тот же Заки Валиди, представитель башкирской культуры, башкирского национального движения. А какую роль он сыграл в формировании татарской национальной идеи? Своей блестящей книгой «Турки татар тариха», да? Особенно в ранний период. Поэтому вот революционные представители татарской исторической мысли, просветители, они никогда не делили татар. Вот это деление, оно произошло вот где-то вот в середине 20 века. Вот мы пожинаем до сих пор вот эти плоды, вот и все. А может, с другой стороны посмотреть, зайти? Может, это процесс роста, что называется, Поиска болезнь себя. роста. Болезнь роста, потому что Чтоб из долго советской татарской нации мы перерастаем все-таки в политическую нацию. Я так хочу верить, да? Потому что действительно, ну, в советское время я застал не так сильно, как уважаемый Аксакалы, но все-таки, да, там же другая немножко мы с была тобой, что ли? Да, это вы. точка сборки, да? Может, это проблема роста, и действительно, Раевич абсолютно прав. Лет там 10-15 назад, мы еще там молодые, у нас движение УЗБИС было свое, вот мы пригласили одну женщину, психолога, этнопсихолога из Москвы, она была уже очень пожилая, и она говорит, почему вы, татары, не занимаетесь этой проблемой? Она говорит, она, к сожалению, умерла. Вот, потому что, говорит, это же вот кладезь такая, и вы бы могли на этом материале действовать. Она Фундамент. прекрасно понимала, да, Фактически, да. что к чему. Человек был опытный, тем более, так сказать, из славного еврейского народа. Вот, они-то понимают в национальной психологии. Я думаю, почему этому направлению не дают хода. Потому что это очень опасное явление для определенных сил. Потому что они поймут, что люди, которые понимают сами себя, они уже не смогут быть, как говорил Маркузе, вот этими одномерными людьми и манипулируемыми. Да? То есть с нами манипулируют ровно потому, что мы сами себя не знаем. Я думаю, так. Интересный момент, вот Искандар Аязович тоже проговорил ту известную поговорку про 3 татар, там и 4 организации между ними. Я недавно задумался о том, что, наверное, это не есть наша слабая сторона. Мне кажется, это во многом есть сильная сторона, пока мы это не поймем и не начнем смотреть на это именно с этой точки зрения, то, наверное, мы так и будем как бы вот копошиться в том самом, скажем, вот этом культурном дрейфе, и думать, что это плохо. На самом деле, вот если мы, допустим, темнокожего движения историю возьмем в Америке, там ведь был и Малкольм Икс, там ведь был и Кинг, там была масса других движений, которые по большому счету были конкурирующими фирмами, да, они враждовали часто друг другу, они говорили очень грубые слова в адрес друг друга, но они делали одно большое дело. И если у нас будет одна цельная идея, даже конкурирующие организации татарские, которые будут существовать в пространстве именно татарского мира, они все равно будут локомотивом, который будет продвигать наше политическое сознание. И в этом бурлении как раз-то и должно что-то зарождаться. В этом, пусть даже конфликте, в этом столкновении мнений, оно и должно вот именно как-то прорастать эти зерна. А пока мы вот будем стоять и соглашаться друг с другом, вот, что да, Ренат, конфликты получаются неконструктивные. Да, Люди не а готовы, ведь они же останавливаются и дальше не на идет. каком-то этапе так категорически оно на будет. личностном Мы уровне должны, друг друга в иногда этих не конфликтах мы понимают. должны все равно прийти к какому-то договору. Ну, что-то, наверное, в этом Когда смысле. я говорю, что концептуально, если спорят, это другой вопрос. том-то А у и нас дело. же нет понимания Да. этого. У нас сина шаке, доносы всё, пишут друг да. на друга. Нет, ну же- Я это уже понимаю, если совсем есть другое. конфликтующие Я, конечно, стороны, про которые другое друг с говорю. другом, допустим, не согласны, они тогда садятся за стол и разговаривают, понимаете? И пусть это они не согласны друг с другом, но они друг к другу и к Конструктивно, мнению да. друг друга прислушиваются. К сожалению, у нас у татар почему-то нет вот такой привычки или такой культуры выслушивать и понимать чужое мнение. Даже если оно мне не нравится, я его должен принимать и уважать. А потому что, знаешь почему? Потому что татары очень амбициозные. Ну, это есть, да. Очень амбициозный, каждый видит себя лидером, Да. каждый по-своему очень и очень такой, ну, типа с харизмой, и начинает это доказывать. Не всегда это идет на пользу. Это понятно. Но это Смотрите, может там мы все-таки не стать один раз. объединяющей, но Мне при этом кажется, объединяющей пока силой нет. может стать национальной Пока идеей? В идеале. Пространство, вот это пространство диалога, оно вытеснит
вытеснит лишних людей и оставит именно тех людей, которые могут конструктивно действовать. которые умеют договариваться, Поэтому общаться. нужен именно президент не только для Татарстана, нужен президент для всех татар. Вот, кстати, обо всех татарах, да, вот нам часто звонят из-за рубежа татары и говорят, мы тоже хотим принять участие в переписи, чтобы нас тоже посчитали, что мы тоже татары. Вот как вот Татарстан должен, я не знаю, там именно за границей уже помогать, не только в регионах России. Вот что там Кстати, вот, да. Вот Лейла За границей, хорошую да. идею сказала про самоперепись. Да, В да, свое да. время мы тоже предлагали, давайте устроим татарам самоперепись. Тем более сейчас информационные интернет-возможности, да, даже телеканал ТНВ, я думаю, к этому, так сказать, присоединиться. Пожалуйста, и мы судя по можем звонкам, нас сделать, да, слушают, посмотрят, да. свою перепись. Кто нам мешает? Я просто недавно была в Узбекистане, в центре татар, Башкортостан. и они там есть, и Ну, и там стоит интернет как можно бы портрет нашего президента Минниханова, они на него, как говорится, дышат, ждут, надеются, верят, да, то, что вот он еще раз приедет. И мы с ребятами вот через мой блог собрали им огромное количество книг, журналов и отправили туда, в Узбекистан. То есть каким-то образом пытаемся помогать, потому что получается так, что там ребята про них забывают. А нельзя их про них забывать. Конечно, понимаю, что есть Урал, которых просто тоже забываем, да, пока не перепись. Про Астрахань тоже забываем. То есть надо как-то поставить, что ли, на рельсы, чтобы мы всегда помнили от всех татар, которые не живут в Татарстане. В завершении, да, буквально подводим итог. Итак, всероссийская перепись заканчиваем. Мы тут говорим еще об очередной переписи уже на следующий год. Вот что мы должны делать? национальная идея, да, была Да, идея. что? Коротко. Национальная идея, Национальная идея, знания, национальный герой. наука, Повернуть минусы в плюсы. Как допрос перед пропаганда. Еще Ну, что? Я думаю, что главное, то, что здесь прозвучало, действительно обратить внимание на национальную этнопсихологию, да, вот может как раз Салихов, как директор института, этот вопрос поднять. И второй, конечно, это нам начать развивать культуру диалога к татарам. Рай Равилович? Ну, полностью согласен. Это культура, наука. И самое главное, это разработка какой-то новой, наверное, модели не только татарской нации, но и стратегии татарского народа, исходя уже из итогов этой переписи. Я очень надеюсь, что перепись все-таки будет объективная, несмотря на всевозможные вот такие угрозы, которые существуют сегодня. Но все-таки я оптимист. Ренат? Ну, я все-таки, опять же, стою горой за те политические институты, которые должны появляться, развиваться, и пространство для которых должно, как региональные власти, так и федеральные власти должны и обязаны, конечно, позволять развиваться и двигаться в этом направлении. Культура, наука, Да, политика. Лейла, очень да. коротко, пожалуйста. Ага. Хочется, чтобы в университеты вернулся татарский, чтобы Образование. Да, образование было на татарском. Искандер Ильич, итог. Ну, конечно же, мы должны прежде всего уважать сами себя и понимать, какое место мы занимаем в этой стране. И, естественно, это уважение должно опираться на знание и уважение к предкам. Спасибо. Да, наше время снова закончилось. К сожалению, да, до конца переписи осталось буквально 3 дня. У нас еще есть время. Увидимся завтра в 16:30. Спасибо Всего всем доброго. экспертам. Спасибо. Всего доброго.